Сегодня мы здесь собрались, чтобы выразить благодарность и признательность за великое решение, за историческое решение Верховной Рады Украины признать Чеченскую Республику Ичкерия как оккупированная территория и осудить геноцид чеченского народа. Признание этим Верховная Рада признала независимость чеченского государства и его право, и право чеченского народа на суверенитет. Сегодня собравшиеся здесь гости из числа украинцев, наши соотечественники, представители других национальностей, все присутствуют здесь, чтобы подтвердить или выразить благодарность как и самому парламенту, Верховной Раде Украины, так и правительству Украины и всему народу Украины. Я передаю слово в первую очередь вице-премьеру Чеченской Республики Ичкерия Саидами Ибрагимову. Совместная резолюция участников митинга, организованного по случаю признания Верховной Радой Украины независимости Чеченской Республики Ичкерия путем принятия постановления номер 8132, признающей Чеченскую Республику Ичкерия оккупированной территорией и осуждающей геноцид чеченского народа. Страсбург, 23 октября 2022 года. Уважаемые депутаты Верховной Рады Украины, участники митинга, собравшиеся сегодня в Страсбурге перед зданием Совета Европы, от имени всех свободных чеченцев выражают благодарность за принятие резолюции 8132 от 18 октября 2022 года, признающей Чеченскую Республику Ичкерия территорией оккупированной Россией и осуждающей геноцид чеченского народа. Принятие Верховной Рады Украины этого постановления явилось демонстрацией решимости и политической воли Украины признать право чеченского народа на свободу, гарантированное нормами международного права. Надеемся, что это решение Верховной Рады Украины послужит примером и вдохновит парламентариев других стран мира на поддержку и признание независимости Чеченской Республики Ичкерия. Украина всегда была в авангарде развития свобод и парламентаризма. И мы убеждены, что отношения между народами Украины и Чеченской Республики Ичкерия вступят в новую фазу и послужат двигателем дальнейшего развития межгосударственных отношений двух стран. Отстаивая свое право на свободу, вы не забываете о свободе угнетенных, порабощенных и оккупированных народов. Спасибо депутатам, спасибо украинскому народу за их стойкость и мужество, за силу духа и верность Отечеству. Чеченский народ с благодарностью будет вспоминать об этом историческом событии. Желаем украинским депутатам, всему украинскому народу и его достойнейшему президенту скорейшей и полной победы над врагом, посягнувшим на честь, свободу и независимость украинского государства. Еще раз выражаем глубокую признательность за принципиальный подход Верховной Рады Украины к вопросу признания временной оккупации независимой Чеченской Республики Ичкерия и геноцида чеченцев со стороны России. Слава Украине! Героям слава! Аллаху Акбар! Аллаху Акбар! Аллаху Акбар! Верховной Рады Украины Руслану Стефанчуку. Уважаемый председатель, уважаемые депутаты Верховной Рады Украины, правительство Чеченской Республики Ичкерия выражает вам сердечную благодарность и искреннюю признательность за принятие 18 октября 2022 года судьбоносной для чеченского народа резолюции, подтверждающей государственную независимость Чеченской Республики Ичкерия. Верховная Рада Украины проявила политическую волю, решимость и особый знак дружбы в адрес чеченского народа. Решение Верховной Рады Украины о признании оккупации России и Чеченской Республики Ичкерия и геноцида чеченского народа является поистине историческим событием. Мы надеемся, что пример, поданный высшим законодательным органам Украины, вдохновит парламенты и руководство других стран мира поддержать и признать независимость Чеченской Республики Ичкерия. Наши политические контакты заложат крепкую основу во взаимоотношениях наших народов и государств. Украина сегодня олицетворяет свободу, становится центром свободного мира.
Ваша борьба по защите интересов своего народа и государства стала символом непоколебимости и примером доблести для всего цивилизованного мира. Мы говорим спасибо украинцам за стойкость и отвагу, за силу духа и верность отчизне. Мы говорим спасибо украинцам за стойкость и отвагу, за силу духа и верность отчизне. Желаю всему украинскому народу скорейшей и полной победы в отстаивании суверенитета и территориальной целостности Великой Украины. Еще раз выражаем сердечную благодарность за принципиальный шаг, предпринятый Верховной Радой Украины в отношении признания временной оккупации независимой Чеченской Республики Ичкерия и геноцида чеченцев. Председатель правительства Чеченской Республики Ичкерия за рубежом Ахмед Закаев 19 октября 2022 года. Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, Аллаху Акбар. Послание от Совета старейшин города Рен. Значит, Верховной Раде Украины. Уважаемые депутаты, мы хотим от всей души поблагодарить вас и весь украинский народ за ту неоценимую и бесценную поддержку чеченскому народу. Позвольте поблагодарить вас за столь долгожданное нашим народом признание нашей государственности. Спасибо вам за тот вклад, который вы вносите в наше общее дело свободы от империи и зла. Выражаем вам благодарность за усердную работу и преданность идеалам свободы. Чеченский народ высоко ценит вашу поддержку. Мы, как граждане Чеченской Республики Ичкерия, проживающие во Франции, хотим выразить вам свое почтение и уважение. Желаем победы украинскому народу, процветания и всех благ. Слава Украине, героям слава! Вынужденные беженцы, граждане Чеченской Республики Ичкерия. Маленькими шажками, маленькими усердиями мы добиваемся, значит, результата мирным путем, дипломатическим путем, политическим путем. Сегодня мы никогда не призываем ни к насилию, но если сегодня украинцы вынуждены защищать свою родину, то они должны ее защищать. Так же, как и защищали наши соотечественники свою родину. И мы им выражаем в этом еще раз поддержку. И просим все международное сообщество продолжать оказывать им нужную поддержку, чтобы они смогли сохранить свои жизни, свою территорию, свою независимость. Хотели выступить? Все, большое спасибо. Значит, вот тысячи людей покинули свои города, свои дома. Вот он мне немного рассказал, вот наш друг из Украины, свою историю. Вынужден был выехать. Сам человек, который служил до пенсионного возраста почти что, служил, вынужден был покинуть свою родину со своей семьей. Сын остался воевать, сын ранен, проходит лечение. Как только вылечится, будет дальше продолжать. Вот тысячи жизней, сотни людей, тысячи жизней сегодня просто сломались. Но мы надеемся, что это все будет к лучшему и для вашего государства, и для нашего государства, для нашего народа, и для всех народов, которые сегодня в угнетении. Спасибо вам еще раз за поддержку, за помощь. Всем желаю мужества, терпения и веры в победу. Верить в победу и каждый на своем месте делать что-то для своей родины. Вы для Ичкерии, мы для Украины. А вместе за то, чтобы прекратилась, в конце концов, эта преступная война. За то, чтобы преступники предстали перед трибуналом. За то, чтобы европейские руководители осознали, что перед ними преступник. И если сейчас этому преступнику не положить конец, то через некоторое время он будет порабощать другие страны, Прибалтику, Польшу и другие. Я вам всем желаю мужества, терпения и веры в победу. Спасибо за внимание. Большое вам спасибо. Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, Аллаху Акбар. Del drestel, dag mel chenne del zier kobal dol. El shido dol chofos dag karnet ayer dokhom do ala tabog atadion ta jimmo tabahan dakhir. Ta dakhil khachan halshka lazin chan halshka tapas bain chan halshka
تانا هر تجيم بعد دقر ويداشتك ويملش ويدا ويملش ريزولتات يجي صار في الجوز ريزولتات صار بيحكن طولم خباز صار بيحكن ما صار يحكن ما شو خجوز درس خل داخلنا سقطنا دقدرنا أديك يوم السلام عليكم ورحمة الله سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك